Вы смотрите программу «Актуальное интервью» в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. Главными нововведениями в работе органов ЗАГС Республики в этом году стали переформатирование работы в режим единого окна, запуск чат-бота САИНа с искусственным интеллектом и расширение графика приема граждан. О новых направлениях работы управления ЗАГС мы сегодня поговорим. Наши гости в студии Дарья Слепцова, руководитель управления ЗАГС Республики. Дарья Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с того, что вообще какие основные планы и проекты управления ЗАГС реализуются у нас в этом году. Конечно же, основной нашей деятельностью это является регистрация актов гражданского состояния. За первое полугодие зарегистрировано около 15 тысяч актов. И, конечно же, большое внимание мы уделяем развитию удобных и современных сервисов для граждан, чтобы наши услуги были проще и доступнее. Основным нашим проектом является внедрение принципа единого окна в отделе ЗАГС по городу Якутску. Дело в том, что город Якутск у нас один из самых больших отделов. Около 40% всех актовых записей регистрируется в городе Якутске. Поэтому, во-первых, мы внедрили электронную очередь. Во-вторых, мы обучили наших сотрудников предоставлять все виды услуг. То есть не надо сидеть, ждать, пока определенный специалист, который предоставляет один вид услуги, например, выдает справки, сидеть и ждать, пока он освободится. То есть у нас есть, например, 10 окошек, и первый освободившийся сотрудник после приема граждан может вам предоставить данную услугу. То есть мы всех специалистов обучили предоставлению всех видов услуг ЗАГС. Это первое. Второе, мы увеличили график приема. Если раньше в понедельник у нас был выходной день, сейчас мы разграничили таким образом, что все виды услуг предоставляются с понедельника по четверг, а в пятницу, субботу приходим в ЗАГС только на свадьбы. Да. Это, безусловно, упрощает процесс получения услуг, ускоряет. И мы в прошлом году провели ремонт в кабинетах для приема граждан. И в этом году у нас начинается второй этап нашего ремонта. Мы будем ремонтировать основное крыльцо, зал бракосочетаний, в общем, все те помещения, которые у нас требуют ремонта и остались неотремонтированными в прошлом году. Мы, конечно, понимаем, что это может сказаться на регистрации наших услуг, то есть на регистрации брака, потому что регистрация брака у нас будет производиться в малом зале, который мы в прошлом году отремонтировали. И, значит, регистрация брака у нас будет производиться на новых местах дополнительных. Это у нас площадь Республики. У нас уже поступило 34 заявления на сегодняшний день на регистрацию. Это вот после первого пробного, когда в прошлом году, была? а в этом году, в июне месяце первая пара зарегистрировалась, и уже поступили заявки на заявление на июль-август. Также 8 июля мы открываем на постоянной основе новое место для регистрации в парке культуры и отдыха. И 8 июля у нас запланирована тоже первая регистрация в парке. После этого на регулярной основе можно будет зайти на госуслуги и выбрать либо малый зал, либо площадь Республики, либо парк культуры и отдыха. Мы понимаем, что дворец у нас не ремонтировался более 20 лет, поэтому потребуется время, чтобы его отремонтировать. Поэтому мы заранее благодарим всех за понимание ситуации. Вот предлагаем 3 локации для регистрации браков. Также мы начали ремонтировать помещение отделов ЗАГС по районам. Отремонтировали в Анабарском районе, планируем ремонт в Ленском, Алекминском районах. И в последующие годы мы, надеюсь, отремонтируем все помещения ЗАГС во всех районах республики. Также у нас еще есть один замечательный проект. 1 июня 2026 года, в День защиты детей, мы открыли кабинет ЗАГС в перинатальном.
в центре Якутской республиканской клинической больницы. Очень удобно. Да, очень удобно. Мамы теперь могут получить свидетельство о рождении уже при выписке из роддома. То есть не надо никуда ходить. Сразу через госуслуги можно подать заявление и при выписке уже получить свидетельство о рождении. Этой услугой у нас воспользовалось около 100 мам уже. И мы надеемся, что эта услуга, она также упростила и помогает нашим мамам больше времени уделять малышу, а не ходить в ЗАГС за получением свидетельства о рождении. Поэтому дважды в неделю в перинатальном центре сотрудник ЗАГС уже регистрируется через госуслуги, и уже она приезжает только регистрировать и выдавать свидетельство. А мне вот интересно, Дарья Васильевна, вот в парке, вы сказали, можно брак у нас создать. Это вот где конкретно? И это будет только во время ремонта или это будет возможность всегда? Это будет постоянная локация. Есть специальная аллея молодоженов. И я надеюсь, да, 8 июля мы все это представим, где это, и можно будет уже подойти, посмотреть. И тем более парк будет предоставлять еще дополнительные свои услуги. Они собираются предоставлять домики. В общем, там много еще чего очень интересного. 8 июля всех приглашаем на открытие, и можно будет там уже ознакомиться с перечнем всех услуг, которые будут там оказываться. Так, ну про ремонт поговорили, Дарья Васильевна. Сегодня активно еще и развиваются цифровые сервисы. Расскажите о цифровом помощнике управления ЗАГС именно нейросетей САИНа. Да, вот как она работает? Значит, наш цифровой помощник с искусственным интеллектом САИНа, она обрабатывает обращения, запросы граждан и в режиме 24/7, в любое время дня и ночи, в течение 7 секунд, с качеством ответов до 95%, она выдает всю подробную информацию о работе ЗАГС, какие документы нужны для получения того или иного вида услуг, разъясняет порядок получения услуги. В общем, весь спектр вопросов, с которым можно обратиться, по вопросам ЗАГС можно обратиться к САИНе. Более того, мы совершенствуем. 1 августа прошлого года запустили САИНу. И с 1 августа прошлого года она ежемесячно обрабатывает около 300 запросов, стабильно 300 обращений жителей нашей республики. А более того, мы продолжаем расширять ее функционал. И на сегодняшний день мы собираемся сделать так, чтобы САИНа помогала оформлять исковые заявления в суд. Это одна из форм бесплатной юридической помощи, если вопрос решается в судебном порядке. Второе, что она помогает, она будет передавать вопрос оператору. Бывают разные жизненные ситуации, на которые искусственный интеллект, возможно, не смог ответить. И тогда в данном случае с разрешения по просьбе самого человека, гражданина, который пишет, она будет передавать обращение уже непосредственно специалисту ЗАГС, который будет все проверять, сделает исчерпывающий ответ, и САИНа передаст уже ответ человеку. Вот. И также мы еще придумали такой сервис. В принципе, он на стадии доработки, мы его уже тестируем. САИНа будет помогать подбирать имя для детей, для новорожденных, с учетом отчества, это искусственный интеллект, с учетом, с учетом отчества, с учетом предпочтений родителей, короткое имя, якутское имя, она будет с учетом фамилии, отчества помогать подбирать ребенку имя. Я надеюсь, что этот сервис будет помогать нашим молодым родителям. Ну и в случае, если вы взрослый человек, но хотите, может быть, переменить имя, тоже можно будет обратиться к САИНе, и, возможно, она поможет вам подобрать новое имя.
Ну и тогда точно будет заучать, да, имя, фамилия и отчество, и никому не придется гадать, да? Да. Какие, кстати, популярные имена в этом году? По А, статистике, может? Ну, ежегодно мне задают этот вопрос, и если ежегодно у нас лидировали такие имена, как София и Лев, то в этом году у девочек София не лидирует. Есть 5 популярных имен. Это Аделина, Ева, Кирилли, Мия и Мичие. А у мальчиков все-таки Александр, Аман, Арылхан, Лев, который уже несколько лет подряд является одним из самых популярных Тренди, имен. Да, и Марк. Есть также редкие имена, такие как Велина, Марва, Евдоким и Кай. Ничего себе, так уже немного креативнее. Но я думаю, если Саина уже у нас заработает, то еще и больше будет интересных имен. А вот как управление ЗАГС сейчас отмечает День семьи, любви и верности, который вот в скором времени вот-вот наступит, как будем праздновать? Какие, может быть, мероприятия запланированы именно на этот день? Да, завтра у нас будут праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности 8 июля. И мы в этом году проводим флешмоб молодоженов, пробег на электросамокатах, и это будет проходить с площади, с Токка, напротив магазина Токка и по проспекту до площади Республики. Поэтому если вы молодожены, если вы хотите поучаствовать в ярком креативном мероприятии, мы всех приглашаем. И также мы проводили фотоконкурс «На крыльях любви» он назывался, «Транспорт для двоих», и в котором участники предоставляли семейные фотографии со дня свадьбы на любом транспортном средстве. Это могли быть велосипеды, машины, раритетные машины, мототранспорт и так далее. И я уже знаю, что у нас на канале управления ЗАГС, на канале МАКС, у нас проводится голосование на приз зрительских симпатий. И я уже знаю, что там есть фотографии, когда невеста приезжает на лошади. Да, есть у нас участники, которые приехали на КамАЗах, на площади Республики регистрировать брак. Да, есть участники, которые прям стоят на ковш трактора и бросают... Подписывают документы? Нет, и бросают букет невесты. Вот. Есть очень такие хорошие, теплые, эмоциональные фотографии, поэтому я тоже приглашаю всех зайти, проголосовать за понравившуюся фотографию. И, значит, как я уже сказала, мероприятие завершится открытием нового места дополнительного для торжественной регистрации брака в парке культуры и отдыха. А где, кстати, проголосовать можно? На сайте или? На канале управления ЗАГС Республики Саха-Якутия в МАКС. Можно в поисковике набрать и зайти проголосовать. Ну и, Дарья Васильевна, напоследок, да, может быть, пожелания семьям в Якутии в этот праздник? Ну, День семьи — это очень такой самый, наверное, теплый праздник, потому что для каждого из нас семья — это самые близкие, самые родные люди, с которыми мы делим самые счастливые моменты своей жизни, да, и в которых мы находим опору и поддержку в самые трудные моменты своей жизни. Поэтому я бы хотела всем пожелать: берегите друг друга, пусть в ваших семьях царят тепло, мир, взаимопонимание, и рядом всегда будет надежное плечо родного и любимого человека. Спасибо. Ну и надеемся, будет как можно больше любви в нашем регионе, чтобы пар становилось все больше. Спасибо, Дарья Васильевна, что сегодня к нам пришли. Спасибо, что пригласили. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в дальнейших эфирах.